Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Большинство людей по-разному пытаются держать пост. Одни пьют только сок в течение дня, другие едят лишь фрукты, третьи отказываются от сладкого. Но понимание поста мусульман в месяц Рамазан некоторым кажется странным. Мусульмане мира, почти 2 миллиарда человек, на целый месяц добровольно отказываются от еды, питья и супружеских отношений в течение светлого времени суток. Не слишком ли трудным является такой вид поста? В чем же истинный дух месяца Рамазан? Пост занимает важное место в исламе. Во-первых, с его помощью очищается организм. Это работает примерно так. Все мы знаем такое полезное устройство, как блендер. Он измельчает фрукты и овощи, и мы наслаждаемся вкусными соками и коктейлями. Наш организм делает то же самое. Он перемалывает ту пищу, которую мы едим. Всевышний Аллах так удивительно создал нас, что мы даже не замечаем, какие сложные процессы происходят в нашем организме без всякой помощи с нашей стороны. Наш организм забирает из продуктов, которые мы едим, то, что полезно для нас, и удаляет все остальное. И так он делает все время, изо дня в день, на протяжении всей нашей жизни. Поэтому в месяц Рамазан мы даем возможность нашему организму отдохнуть, чтобы потом он мог еще лучше работать для нас. Конечно, основные правила поста в месяц Рамазан – это воздержание от еды, питья и супружеских отношений от восхода до заката. Более глубокий смысл поста – очистить человека от пороков и страстей. Этот особый вид поклонения помогает человеку воздержаться от совершения всего запретного, что в дальнейшем приведет его к чистоте поступков не только во время поста, но в течение всей жизни. На сегодняшний день в мире созданы все условия для того, чтобы человек мог реализовать практически любое свое желание. Но для мусульманина очень важно иногда уметь контролировать свои желания. Именно пост помогает ему в этом. Для мусульман месяц Рамазан – это возможность подумать о других людях. Тот факт, что все люди, бедные и богатые, черные и белые, одинаково испытывают голод и жажду в течение дня, а затем радуются при открытии поста, выступает мощным фактором объединения мусульман, а также представителей других конфессий. Наилучший способ узнать об исламе – пообщаться с мусульманами в неформальной обстановке, отведав вкусные блюда исламской кухни. Во многих странах мира уже доброй традицией стали межконфессиональные ифтары – совместные трапезы по окончании поста, на которые мусульмане приглашают гостей всех верований и традиций. Сегодня мы вам расскажем о мечети потомка пророка на турецкой земле, мечети и тюрбе Азиза Махмуда Худаи. На вершине холма, возвышающегося над Стамбульским районом Ускудар, расположена мечеть и тюрбе Азиза Махмуда. Это одно из наиболее посещаемых мест в азиатской части Стамбула. Мечеть – часть комплекса, который был построен в разное время, поэтому его здания отличаются разнообразием дизайна. Точная дата строительства неизвестна, но историки предполагают, что оно началось в 1598 году, после переезда Азиза Махмуда Худаи в Стамбул из Бурсы, где он служил своему шейху Мухаммаду Уфтаде. Организатор наших культурных мероприятий в Стамбуле, почетный президент Йорух Туркменов и президент фонда Юсуфие Юсуф Эзель рассказывает об этом. Evet, şu anki gezimiz Aziz Mahmud Hüdayi Üsküdar'da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin kabrine dua için geldik.
В гробнице Тюрбе находится саркофаг шейха и саркофаги его 5 сыновей, 4 дочерей и внучки. Справа от входа находится небольшой мраморный фонтан. Она подвергалась неоднократной перестройке. Каждый год мечеть посещают тысячи людей из разных концов Турции. Они стекаются в квартал Адаган-Чилар, где расположена святыня. Некоторые люди оставляют в мечети хлеб и сахар, чтобы его потом раздали среди посетителей в качестве своеобразного подарка. Сам Азиз Махмуд Худаи известен своими чудесами. Однажды он отплыл в море на маленькой лодке, чтобы участвовать в церемонии возведения на трон султана в голубой мечети. В тот день на море был сильный шторм, однако на его пути не было ни одной волны, и он спокойно достиг места назначения. Путь, по которому он приплыл в стамбульский район Сарайбурну, до сих пор называется путем Худаи, и некоторые старые лодочники используют его во время плохой погоды. Азиз Махмуд Худаи также был известен своими суфийскими поэмами. Он оставил после себя 23 сочинения в стихах и прозе, которые ныне хранятся в библиотеке Ускюдар Хаджи Селим Ага. Его поэтический диван был опубликован. Кем же был Азиз Махмуд Худаи? Он родился в 1541 году в деревне Чорум-Кочкесар и провел свое детство в деревне Севри-Хисар недалеко от Аксарая. Он потомок Джунайда аль-Багдади, которого считают родоначальником одного из двух основных течений суфизма, рационалистического, именуемого учением о трезвости и полном самоконтроле. Азиз Махмуд Худаи также являлся сеидом, потомком пророка Мухаммада. Он стал основателем тариката Желвети, духовная практика которого имеет сходство с практикой тариката Халвати, с которым его сближает наличие одних и тех же шейхов-наставников. Азиз Ахмед был духовным учителем султана Ахмета I и считается духовным покровителем Анатолии. Согласно некоторым сведениям, когда он умер в 1628 году, все население Стамбула вышло на улицы, чтобы проводить в шейха последний путь. Он был известен своими суфийскими стихами и своими речами. До того, как стать суфием, он в течение ряда лет занимал посты кади, шариатского судьи в Эдирне, Бурсе, а также в Сирии и Египте. В этот период его называли Кади Махмуд Эфенди. Затем он стал учеником шейха Мухаммада Уфтаде. К этому его побудило одно из представленных ему судебных дел, которое поставило его в трудное положение, породив сомнения в полноте имеющихся у него знаний. Пав в сомнение, он оставил свою работу кади и начал зарабатывать на жизнь продажей мясных продуктов, которые разносил, надев на палку в своей одежде и чалме судьи. Это делалось с целью подчинить духу свой нафс. После этого его шейх дал ему прозвище Азиз, дорогой, любимый, и Худаи, тот, кто ведет людей по прямому пути. Известный своей мудростью и духовными познаниями, он в течение своей жизни был наставником султанов и простых людей, которые приходили к нему за советами в области религии и мирской жизни. Напоминаем, что фонд Азиза Махмуда Худаи каждый год в Кыргызстане проводит благотворительные акции, приуроченные Курбан-Байрамы. В Турции, в частности, в турецких лицеях и школах страны из-за опасности коронавируса введен запрет на массовые мероприятия. Поэтому мы вспоминаем праздник День детей Ататюрка прошлогодней нашей передачей. Сейчас все дома. Дети, родители и преподаватели. Пользуясь случаем, поздравляем наших детей с праздником.
23 апреля Турция широко отмечает Международный день детей. Этот день был объявлен детским Мустафой Кемалем Ататюрком еще в 1920 году. Начиная с 1979 года этот праздник стал по-настоящему международным. В настоящее время в праздновании Международного дня детей в Турции принимают участие дети из более чем 50 стран мира. До 2000 года празднование проходило только в Анкаре. Теперь же праздники проходят во всех крупных городах и посольств Турции за рубежом. Открывая мероприятие, директор лицея Илькнур Енал зачитала обращение Ататюрка к турецкой молодежи. Barışı, kardeşliği, birlik olmayı, beraber yaşamayı bileceksiniz. Твоя главная обязанность – вечно хранить и отстаивать независимость Турции и Турецкую Республику. Это единственная основа твоего настоящего и будущего. Эта основа – твое самое ценное сокровище, и в будущем будут недоброжелатели, как дома, так и за его пределами, которые захотят лишить тебя этого сокровища. Если однажды тебе придется защищать свою независимость и республику, ты не будешь колебаться и взвешивать свои возможности и обстоятельства, исполняя свой долг. Эти возможности и обстоятельства могут оказаться крайне неблагоприятными. Враги, посягающие на твою независимость и республику, могут иметь за своими плечами беспрецедентные в аналах истории победы. Может статься, что силой и хитростью каждая крепость твоей любимой родины будет захвачена. Каждая гавань занята врагом, все армии разбиты и каждый уголок страны оккупирован. И что еще больнее и опаснее, те, кому принадлежит власть в твоей стране, могут быть безучастны, дезориентированы и могут даже оказаться изменниками. Более того, их личные интересы могут совпадать с планами врага. Народ под натиском лишений и нищеты может оказаться истощенным и сломленным. Молодежь будущего Турции. Вот в таких обстоятельствах и при таких возможностях твой долг спасти независимость Турции. Сегодня мы отмечаем 23 апреля, День национального суверенитета и детей. Вы организовали по случаю праздника различные мероприятия. Среди вас есть и кыргызы, узбеки, уйгуры и турки. Лично для меня гордость отмечать этот праздник в Кыргызстане. Очень благодарен всем организаторам за такой красочный праздник. Мы с вами с воодушевлением празднуем 23 апреля, День детей и национальной независимости, подаренный нами с целью развития братства и любви между детьми всего мира, для того, чтобы создать мир на всей планете. С праздником вас! Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста, не зависит доброта от цвета. Доброта не пряник, не конфета. Только надо добрым быть, и в беде друг друга не забыть. И завертится земля быстрей, если будем мы с тобой добрей. Добрым быть совсем непросто. Не зависит доброта от роста. Доброта приносит людям радость и взамен не требует награды. Доброта с годами не стареет, доброта от холода согреет. Если доброта, как солнце светит, радуются взрослые и дети. Adam adama sinir, adam adama sinir,
конце программы были продемонстрированы But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless, I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.
«940-метровый грузовой состав с продукцией турецких компаний отправлен по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс с товарами для потребителей в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турции Сели Дурсун. По словам замминистра, грузовой поезд, состоящий из 82 вагонов, пересечет границу Турции и Грузии. Это самый длинный состав с момента открытия железной дороги БТК. Продукция турецких компаний будет распределена между 4 странами в течение 9 дней, сказал замглавы Минтранса. Селим Дурсун привлек внимание к резкому сокращению экспортных поставок в мире на фоне пандемии коронавируса нового типа COVID-19. Последние месяцы мы минимизировали человеческий фактор на железных дорогах и сделали ставку на наращивание грузопотока. Часть экспортных грузов стала поставляться по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, где перед погрузкой учитываются все санитарные требования, отметил Дурсун. По его словам, грузовой поезд уже отбыл из восточной провинции Карс в направлении границы Грузии. Состав гружен продукцией предприятий многих секторов экономики, в числе прочих в дружественные страны отправлены средства гигиены и автозапчасти, сказал замглавы Минтранса. За короткие сроки Баку-Тбилиси-Карс превратилась в экономически выгодное, безопасное и удобное звено грузопотока по оси Европа, Центральная Азия и Китай, Ближний Восток.
Teşekkürler. Мечеть Эйюп, Стамбул. Уникальная мечеть Эйюпа Султана расположилась в районе Эйюп, на европейской стороне Стамбула, недалеко от залива Золотой Рог. Это первая мечеть, построенная турками-османами после завоевания Константинополя. Воздвигнута она была по приказу султана Мехмета II в 1459 году. Место для постройки было выбрано не случайно. Здесь, по преданию, был похоронен Абу Эйюб аль-Ансари, знаменосец пророка Мухаммеда, погибший при осаде Константинополя в 674-678 годах. С чего началось строительство мечети Эйюб? Строительство комплекса началось с постройки мавзолея под его могилой. Говорят, что наставник султана Мехмета II однажды увидел место захоронения этого почтенного человека во сне. Впоследствии мавзолей стал частью религиозного комплекса мечети Эйюп Султана. Теперь это самая почитаемая мусульманская святыня в Турции и одна из главных святынь ислама. С начала XVI века установилась традиция, согласно которой именно в мечети Эйюпа Султана восходящий на престол падишах торжественно награждался символом династии повелителей мусульман. Архитектура мечети Эйюп. Квадратное здание мечети возведено из белого мрамора и увенчано огромным куполом, вокруг барабана которого разместились еще 8 небольших куполов. Рядом с мечетью стремятся ввысь 2 граненых минарета с конусообразными крышами. Во дворе перед входом в тени гигантских платанов раскинулся фонтан для ритуальных омовений. Именно здесь проходил обряд посвящения владык мусульманского мира. Восхитительное убранство внутри здания поражает своей гармонией. Полы засланы ковром зеленого цвета, а стены украшены великолепными изразцами разных времен, выполненными в лазурно-голубых тонах. Внутри мавзолея хранятся святые мусульманские реликвии, среди которых и отпечаток следа ноги пророка Мухаммеда. Крыша саркофага Абу Эйюпа украшена арабской вязью. Настоящим произведением искусства серебряной решеткой подарком султана Селима III окружен саркофаг. Посещение мечети Эйюпа. В дни исламских праздников сотни правоверных мусульман обязательно посещают священное место. Говорят даже, что молитвы, произнесенные здесь, сбываются. Поэтому в праздничные дни в этой мечети особенно многолюдно. Каждую пятницу за 1,5 часа до полуденной молитвы перед мечетью выступает со своей программой любительский оркестр «Мехтер». Музыка, вековые платаны, стаи голубей возле фонтана, паломники, молящиеся возле мечети султана Эйюпа, торговцы сувенирами, многочисленные туристы – все это создает мистическую и праздничную атмосферу в этом пропитанном историей месте. Добро пожаловать в Стамбул! Добро пожаловать в мечеть Эйюп!